прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 25 апреля. Культурный код народа. Родная речь является неотъемлемой частью нашей самобытности и культуры. Сегодня отмечается один из главных национальных праздников – День чеченского языка. Сохраняя историческую память. Память о войне хорошо нам дает осознавать, в чем же важность единства. Чеченская республика присоединилась к международной акции «Диктант Победы». Классика чеченской сцены. Спектакль длится 3 часа с антрактом. В Грозном челябинская делегация посетила показ спектакля «Бож Али». Сердце народа – незыблемый фундамент национальной идентичности и связующее звено между поколениями. В нем, как в бесценном сокровище, хранится вся культура нации. Ежегодно, 25 апреля отмечается День чеченского языка. Это не просто дата, а повод для гордости за богатое наследие и призыв к действию во имя его будущего в эпоху глобализма. Турпалали Тайсумова, чествование одного из главных национальных праздников в Грозненском дворце торжеств. Рамзан Хасаров работает учителем чеченского языка с начала 90-х годов. Он обучил грамоте не одно поколение детей и продолжает успешно делать это и сегодня. По его словам, это дело всей жизни, и вдохновили его талантливые писатели, в частности, его отец Шарани, который был поэтом и журналистом, привившим ему любовь к этому ремеслу. شيء أزر هو وقت راحته أكاز داخل نخشي مت دار أبريل أبريل نخشي مت دار تحني قوما دويتي إشتاش متي لازم بوش داخل جو خزا بيركتوز شيء أزر قولو شو المخاطر نخشي مت شو ده أدز دير قويدري تحني قوم إشت حلق بعد سقويتي شيء متي بيزم بوش متي بو هيرش أصلا دوخش تخنا دالما إشت نه بوش بوي دوك بوكيان بو دخور قوم آخر شيء متي لازم أقول حقله يازر هو журналистер хейхар هو дишер هو يوزن ахюкш болчер. В холле Дворца торжеств имени Дагуна Амаева представлены сувениры, национальные костюмы, предметы быта, музыки и так далее. Каждый гость мог поближе узнать об истории развития в этих направлениях. Тут же выставка книг, написанных на родном языке. Родная речь является неотъемлемой частью нашей самобытности и культуры. Она служит фундаментом, на котором держатся уникальные традиции и обычаи нации. В зале собрались многочисленные официальные лица. Все они присутствуют в традиционных костюмах, как и подобает обычаям. Для них был показан небольшой фильм, рассказывающий о пути развития и популяризации родного языка среди населения. Министр образования и науки региона Хошбауди Дааев рассказал, что первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, приведя субъект к миру, дал старт его развитию, начиная с укрепления языковой культуры. نخشي قام دين خلر موخز جاو ويو نخشي موت باخذوا إجاو نخشي قوم قيت مع يغت عاش كان سدوتي جاغي نترو إتس بركتي بوختح ويتغن ورش المقدس دالوق وغير رمزان حيشسا تسين دادول ورش صوت عرج شرشكاحة نخشي موت لر بريح قي بريح آلش بريحة أندي بوخي وعده كان بلغش دينا نخشي موت عامو لوش والشن نخشي موت شرب لوش والشن علمنش وعده كان علمني بلغش دو كيخ تاح إلكتروني آوان شكاح وعده كان بلغش دو عامتش دوشمش زوربن كيوتشل حيخر خوشن يازدر خوشن بايتشن بنا بيش بقي قيمشتية دقي وانا وستلش ديش حدوخش دو إذا ملخو نخشوشن ويمخ خمق الآرح ويخشولشن قوشدو جمع متبال болчен и гушту дозел доцен халқуа. Председатель правительства субъекта Магомед Даудов зачитал приветственный адрес от главы Чеченской республики. Рамзан Кадыров в своем послании поздравил всех с праздником и отметил роль родного языка в формировании идентичности нации. نوخشي موت وين قومن كورد بيلقلويو ما توقي وشو قومن آمل سن خلر ديش دو وين عادش غلق وزدن قلا
نوقشي متن قستن تنم بيش يعالش بيش ور حلغر ميحك دا رسين تورب الغوة كديرو أعمد عج دا الغاز وتقوبل دوالسود وين موك ماشر نو بوقش سو أقر حال ترغو ينشارق بر نوقشي متن غوزنش سنن بيركت بعنيح نوقشي مت أفيري يولير تلفزيونس راديوس بوغبان يولير دشن كولتورن حكمتش ريسبوبليكا سيخ مت قوتير نوقشي مت دول غازيتش جورنالش وين مت حكنيكش أرغيت يولير نوقشي مت نحال تحت يعتالوش دو سن بولو سي لارم صوبولش بو هو شرع وين دزديش نوقشي متن دخلر يخلرز غوش دو إز تغنى باتش حلقن متن درجع بو نوقشي موت مسوا متع ليل مارش ويلوش حيوخش عاموش طلوش بويز نوقشي موت وين قومن باخن بو إز عالش بر قيور وكيجي كان دقود ور وين مس سيرا دي قردويز دال قبل ويل نوقشي موت دال دعي بيرتكي ويل نوقشي ريسبوبليكن ميكدا رسين توربل كديرو أعمد حجين رمزان. Писатель, публицист и переводчик Адам Ахматукаев в своем выступлении напомнил, благодаря тому, что руководство сделало большой акцент на популяризацию родного языка, известные поэты и литературные деятели смогли выпустить в свет свои книги, написанные на чеченском. Все это дало возможность с малых лет заняться изучением родной речи и становиться грамотнее в этом направлении. مثلا وی پچه زمان شوح قزر دعبان بولش مهاجرش شیت دعده هندول دوش هین تیرت احیانش شش بیخ شوح لیلوش دوش دو سینک اومی بوخش وی اینترسن بوخش معنی دوش ایزوینا تیرگر ساقچنا تخن وی یوه لیلو یقدقن دوش دو ایز نوخشي مت يزدر خوي نوخشي يزدر خوي وي نوخشي مت غورت ورشيو تون توشل خيلر نوخشي مت شرح قيقين بولش نوخشي مت جوزنش قوسميحة طولم خوالر نوخشي يزدر خو خيلرو قيتعمسل دال وردر اس وين قومنا يحك أمبول مصل ستوح كرسي يزدر خوي سيوزي دحر يقدقنا دقيقير قوم صوت تيجح طولم باقنرق ويجيندر ترجم خوش جمعش ديتشوح بيلقل مداقرة تسار كورتيدم تبغيت نرقدر أوجيني تيح قوم باشخل قوم شاتيبنل جيتن خيلر إز قوش ديتشو إز قيشمتي داقش إز لردين خيلر Заслугу различных специалистов в сохранении родного языка его охране подчеркнул заведующий кафедрой Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Саид Хамзат Ирезиев. وين إستوريا بخش مريحة وين وخربت الخيتش والبقي قمش بوي شيء زرت أوه شرح وي مخدست إدلرت أجر حلقة وي نقش مت نيس يزدر كورت بقونش البلخ وعبليروي تول ده أتصبخت ده نقش مت نيس يزدر يقدشم البلخ وعبليروي تول ده يوش خان شوها أتص نقش مت نيس يزدر بقونش بخيا يوكوش يحنترش كلاشكر إشكول ديشر خوشنا تحيط توش كلاسي قاتشز برج ديشر خوشنا عامت شوية كروي تولسو وي إستوريا تسخلش كيبر هور علما ديق أن شين ليرنا نخشي موات ليترتور برد قلرل عامور ليرنا университете студентчилерина амач уаяхкируэ. После трогательных речей на сцене прозвучали не менее интересные стихотворения, песни и танцевальные номера в исполнении детей, а также сольных и творческих коллективов. В исполнении национальных мотивов мероприятие пришло к завершению. Зрители оценили торжественный вечер по достоинству.
نوچی متا دوش اولر سونا نوچی ماتشین بیزر خواهد چینشی بالارم خواهد هداش دقیق دیک خلقش در وای دایم وقت گزیت و حقیقین تبولم بر نوچی متا باید تیوشنا نوچی چوال ات بول میادا میالوچ ولچین تیر عشق هاش دقیق تیرش هاش کشتر وای مات وای قوم المال بيز ديانتين بيز وای مو قولش بو ومكر خيلت عاش ومكر آل تق جينر مخشكر تانا وای بول مي داقلوش شورت وای نوخشي بو نوخشي قوم انا سون ساعه اوغري ديش دينا تعدو نوخشي مخ ده هوندالجا وای مخ كوغل خوچو ايده بيلگل ديخن هو شرع وای دز داشخلر اذا دوق دزالدو تانا هور شرع سنه من كولتوريا استنا يوق мероприятие да яха هور مو خزدواش أولش نوخشي موات بزبرت عالش با وبيش خلرت بيلقل داقدا لتحي بيركة تيول ومسيرة دالا وموات بيزرت يشرت إلربرت تتعال وينا دال حنر ويل دالا إرسيا داخر ويل مسانا. День чеченского языка – это праздник, который демонстрирует красоту и самобытность нашего народа, его историю и традиционные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Турпал, Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Адам Юнусов. Вести. Чеченская республика. На протяжении веков чеченский народ бережно хранит свой язык как великое достояние. Его значение подчеркивается государственным статусом, закрепленным в Конституции, и работой экспертного совета по сохранению и развитию языка при главе. Проводятся многочисленные тематические мероприятия, издается множество книг. Значительный вклад в дело сохранения и развития чеченского языка вносят учителя, обучая и прививая любовь к родному слову детям. О героях нашего времени. Медина Мударова. У каждого народа в мире существует свой родной язык, на котором он общается с другими. На нем говорили и его предки. Это целая эпоха, поэтому его необходимо беречь. Одним из хранителей чеченского языка является Дагмара Мамуева. На протяжении 30 лет она работает учителем чеченского языка и литературы в Махитинской средней общеобразовательной школе. С детства женщина твердо знала ее призвание преподавать родную речь. Это хорошо, если дети знают разные языки, но тем не менее свой родной язык – это уже родной язык, надо приучать. Если дети начнут говорить на своем языке, и культура поведения, и внутренний мир у них будет на высоком уровне. Учителя родного языка – это своего рода стражи истории и традиций. Они воспитывают подрастающие поколения, прививая им любовь к родной культуре. В Чеченской республике уже стала традицией отмечать ежегодно 25 апреля День чеченского языка. Начало празднования этой знаменательной даты было заложено в 2007 году указом главы региона Рамзаном Кадыровым. Сегодня на чеченском ведется преподавание, работает телевидение, радио, национальный театр и выпускаются газеты. خربو نجحسن ويقاسن بتي ضغنيح يتسل يتشل ميتك بيلسن إز ميق بيل بخك بيل تشبيل دعبير بوي موت صندل أصدقر ويقام ويش مخكح مرش ديخ خلرت ويش نقشي موت بيتس وين مرش زام خلرت ديغ الدق دعبير بوي بور بوي بوش نقشي موت خبرش دوت صون آلي أردر نخبو نحملبو نخشي موت بيخربو и нахбо чарица бицар вайн хил ишама бацк. Наш язык прошел большой исторический путь и имеет несколько диалектов. Был период, когда международные организации думали уже включить чеченский в группу вымирающих. Однако, благодаря вниманию главы региона Рамзана Кадырова, все силы были брошены на сохранение родной речи и культурного наследия Чеченской республики. Сегодня он является государственным наряду с русским. ضخ يل إشكولش كح إشتوى إنسان حمايل وزيشو حيلنا يحيلشو أو مصهم نو وبيرش نحاقش نحشها نوخش ما بيتزا بالك تعشيل ديش نشلوين ديش نش وهين سليلو نوخش مثل حال ويوش سخلتين بيتزا شو أهو مزيشو إديش نش دات دايته وي دشن أرزوك أحمد بنيوك أخريته ودقوين سندي مزيش يوش. На долю чеченского народа пришлось немало трудностей, и несмотря на все препятствия на его пути, он даже в такие сложные времена сохранил свою самобытность. Если потерять речь, можно перестать существовать как нация, а если народ забывает свой язык, он разобщается, теряет свое единство и силу.
25 апреля – это день, который учит нас ценить и беречь родной язык как самое дорогое сокровище, ведь именно в нем заключена душа народа, его прошлое, настоящее и будущее. Ежегодно к празднованию в республике проходят различные масштабные мероприятия, круглые столы, конференции. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Отметили День чеченского языка и в Грозненском центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Была организована аппетитная выставка блюд чеченской кухни. Учащиеся вместе с педагогами подготовили яркую программу. Звучали стихи, разыгрывались сценки, исполнялись песни. И все это, конечно, на родном языке. Лимда Джамалдинова о празднике. С самого утра в воздухе витал дух праздника. Участники, одетые в традиционные наряды, с гордостью демонстрировали свою принадлежность к богатой культуре. Стихи, сценки, песни и все это на чеченском языке. После учреждения руководством субъекта в 2007 году официального дня родного языка подобные праздничные мероприятия в регионе проходят каждое 25 апреля. Столичный центр образования также не остался в стороне. В мероприятии приняли участие внуки первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Бахсанна чаго куанхан амал ларина рахастуш баз бинеломал нахар бютурбу дуньямел летамел вехашер вехашу атта. Обучающиеся учреждения вместе с Абдуллахом Кадыровым исполнили всеми известную и трогательную песню про отца на родном языке. Ашура Кадырова рассказала стихотворение о величии родного языка. Соёкая с хастом бодала, нохчи комах цоколар насо, нохчи моцо сун бить белла сей мот лоруш аз дозалдо, мот туакулу даймох олуш хезна, мот табел чакам да долу бах, и дабарна куэруш садо глезна, мот табала юрю нохчи ях. На сцене развернулось настоящее театрализованное представление. Ученики, облаченные в яркие костюмы, исполняли постановки. Также прозвучали стихотворения в адрес главы Чеченской республики Героя России Рамзана Кадырова. Каждое слово, каждое движение, звучащее на сцене, передавало глубокие эмоции и напоминало всем присутствующим о том, насколько важно сохранять и развивать свой язык. نين موتوين اللرب قدع بيز شعالش بق نيتق برب إيمان لويلق دالديق الدويل بمسهم. После торжественной части состоялась благотворительная ярмарка, в которой также приняли участие внуки первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Яркое оформление и столы, установленные разнообразными блюдами, создавали атмосферу тепла и дружелюбия. Тематика ярмарки в чеченской культуре. Здесь можно увидеть чепал, хингалш и многое другое из национальной кухни. Все собранные средства отправятся на помощь Палестине. На столах также были сладости, медовые пирожки, пахлава и чак-чак. Яркие трехэтажные символические торты дополняли атмосферу праздника. На сегодняшний день работа по популяризации чеченского языка идет усиленными темпами. И это не осталось без результатов. Обучающиеся поделились мнением по поводу родного языка. В этот день все присутствующие стали частью единого духа народной культуры, который вдохновляет на новые свершения и укрепляет связи между поколениями. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская республика.
В Чеченской Республике, как и по всей стране, состоялась акция по сохранению памяти «Международный исторический диктант Победы». Она организовывается с 2019 года партией «Единая Россия» и посвящена фактам и героям Отечественной войны. Саида Гакашева проследила, не пытались ли списывать участники. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» запустила исторический тест, приуроченный к событиям Великой Отечественной войны. Данный тест под названием «Диктант Победы» станет своеобразной проверкой знаний, главных событий и героев той эпохи. Помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации и заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев посетил одну из площадок проведения диктанта Победы, расположенную в стенах Грозненского государственного технического нефтяного университета. Он подчеркнул важность знаний своей истории и истории государства в целом. Ахмед Дудаев отметил, что такие мероприятия укрепляют связь поколений. Понимание исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной, помогает не только ценить вклад предков, но и осознанно смотреть в будущее. Если вы интересуетесь, если вы присутствуете в информационном поле, так или иначе мониторите различные новостные потоки, вы можете наблюдать, как в различных западноевропейских странах пытаются сказать, что наша страна, она не только не победила во Второй мировой войне, а наоборот являлась инициатором. То есть наша страна является виновником вообще, которая инициировала Вторую мировую войну наряду с гитлеровской Германией. То есть приписывают нам, пытаются подменить эти исторические факты. Объявляются, мы всегда рассказываем, такие дни, как Дни памяти по жертвам нацизма и сталинизма. Здесь тоже такой же подтекст. По-разному трактуют, значит, пытаются одним словом отнять у нас победу историческую. Эта акция стала важным событием в регионе, направленной на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи, отметили представители силовых ведомств региона. Диктант Победы проводится на 112 площадках, включая школы, университеты, воинские части. Организаторы стремятся охватить как можно больше людей, предоставляя возможность принять участие всем желающим, независимо от возраста и образования. С каждым годом эта акция приобретает все больше и больше интереса у жителей нашей страны и других стран. И главная цель данной акции, чтобы мы сохранили историческую память о тех событиях, которые проходили 80 лет назад, чтобы мы не дали сегодня никому возможности переписать историю и показать и рассказать о значимости и достижениях нашей страны в Великой Отечественной войне. Хочу еще раз поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета по Отдельной России Рамзана Ахматовича Кадырова за постоянную помощь, поддержку в организации проведения подобных акций и личным примером, который показывает сегодня, как необходимо показывать пример мужества, героизма и служения своему Отечеству. Участие в диктанте Победы в Чеченской Республике не просто проверка знаний, но и акт уважения к подвигу предков, отстоявших свободу и независимость страны. Это возможность прикоснуться к истории своей страны, вспомнить о героизме и жертвах, принесенных во имя победы. Местные власти, общественные организации и образовательные учреждения активно сотрудничают в организации и проведении диктанта Победы, подчеркивая его значимость для консолидации общества и укрепления патриотических ценностей. Саида Гакашева, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Одной из традиционных и знаковых площадок стал Российский университет спецназа, где также собрались желающие проверить свои знания. Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов. Всего задействовано 112 площадок в регионе, включая образовательные организации, воинские части. Как справились участники с вопросами, расскажет Магомед Азиев. В этом году исполняется ровно 80 лет с момента победы в Великой Отечественной войне. Память о войне хорошо нам дает осознавать, в чем же важность единства, сплоченности, а также отстаивания и защиты своих ценностей. На протяжении уже 3 лет Российский университет спецназа имени Владимира Путина проводит международную акцию «Диктант Победы», приуроченный ко дню 9 мая. Этот проект направлен на увековечивание памяти о Великой Отечественной войне, повышение интереса к истории и культуре, а также на воспитание патриотизма среди молодежи. В нашем диктанте принимают участие сотрудники и инструкторы Центра военно-спортивной подготовки «Воин», и основную массу составляют добровольцы,
которые готовятся, проходят подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Владимировича Путина для того, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции в составе спецназа «Ахмат». В обязательном порядке все участники прошли инструктаж по выполнению заданий и ознакомление с материалом. Время для прохождения теста было в рамках 45 минут. В проекте задействованы 35 тысяч площадок по всей России и 90 странах мира. В этом году в бланк вопросов был добавлен блок о героических подвигах и событиях специальной военной операции. Диктант прошел на отлично, я считаю. Спасибо организаторам, все позаботились. Проведено на высшем уровне. И диктант, мы обязаны знать то, что было, потому что история всегда имеет свойство повторяться. Неподготовленный человек, который не знает свою историю, ему, наверное, было очень сложно. Поразительная организация, очень высокая организация и высокая мотивация участников диктанта, как вы понимаете. Задания были очень неожиданные, но очень интересные. Я с большим удовольствием написал этот диктант и надеюсь на хороший результат. Войска Росгвардии принимают участие в диктанте Победы с момента его запуска. В гарнизонном доме офицеров 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения в Грозном организовали 2 площадки для военнослужащих и кадетов ведомской школы номер 1. Свои знания проверили 230 участников. Не готовились, но диктант был немного сложный. Довольно-таки много очень было интересных дат и вопросов. Но в целом это нужно очень знать нашим потомкам, чтобы передавать. Диктант стал одним из самых масштабных исторических тестов, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но даже за ее пределами, тем самым выражая свое почтение героям, победившим фашизм. Я пишу диктант Победы 3-й раз, и все 3 раза он нанес на меня большие впечатления. Мне все очень понравилось. Я, в принципе, считаю, что такие мероприятия очень важны для воспитания, особенно патриотического молодого поколения, чтобы дети знали своих предков, своих прадедов, своих героев, которые вместе победили нацизм и которые принесли нам победу и мир в наши дома. Проведение таких масштабных мероприятий является фундаментом для подрастающего поколения. Проект направлен на увековечивание памяти о героях войны, повышение интереса к культуре, а также на воспитание патриотизма молодежи. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Военнослужащие регионального управления Росгвардии также присоединились к акции «Диктант Победы». Это значимое мероприятие направлено на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, проверку знаний о ее ключевых событиях и героях, а также на укрепление патриотического духа общества. Свои знания проверили более 50 росгвардейцев, показав высокий интерес к событиям тех лет. В рамках усилий по повышению безопасности на дорогах и снижению аварийности госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий. Основная задача не только повысить правовую грамотность и культуру поведения участников дорожного движения, но и, что самое важное, предотвратить дорожно-транспортные происшествия и их тяжелые последствия. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Стражи правопорядка строго контролируют ситуацию на дорогах. В очередной раз в республике прошли усиленные рейды сотрудников госавтоинспекции. Основное внимание уделяется предотвращению распространенных нарушений, таких как превышение скорости, вождение без документов, незаконный выезд на встречную полосу. Инспекторы действуют строго по регламенту даже при остановке транспортных средств. Ассаламу алейкум. Управление ГАИ, дом Кешка это. Профилактической работе с теми, кто совершал серьезные нарушения, уделяется особое внимание. В процессе бесед инспекторы разъясняют автомобилистам важность соблюдения правил дорожного движения и предупреждают о возможных последствиях их нарушений. Инспекторы уделяют внимание профилактической и воспитательной работе с нарушителями. В рамках реализации данных целей в актовый зал управления ведомств приглашаются нарушители правил дорожного движения. В своем обращении водителям мы разъясняем основные причины ДТП с тяжкими последствиями и демонстрируем ролики социальной направленности. Иными словами, проводим работу по воспитательному, законопослушному и культурному поведению на дорогах. В сравнении с прошлыми годами в республике наблюдается значительное снижение по показателям ДТП. Этот положительный результат достигнут благодаря системной профилактической работе и слаженным действиям правоохранительных органов. Мадина Нусалчиева, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика.
В Министерстве по национальной политике и внешним связям, печати информации состоялась встреча с представителями Челябинской области. Делегаты и заместитель министра ведомства Сайдмагомед Баширов обсудили вопросы урегулирования межнациональных отношений. С этой целью между домами дружбы народов двух регионов подписано соглашение о сотрудничестве, которое поспособствует укреплению отношений и создаст благополучные условия для социально-экономического развития. Первое соглашение со стороны Дома народов Чеченской Республики – это соглашение с Домом народов Челябинской области. Мы знаем, что Южный Урал тоже богат разными народностями, национальностями. На его территории проживает более 150 национальностей, и у них тоже огромный опыт в реализации национальной политики, сохранения и укрепления межнациональных и межконфессиональных связей. Делегация из Челябинской области также посетила постановку знаменитой комедии «Бож Али» по пьесе Абдулхамида Хамидова. Спектакль прошел на подмостках Чеченского театра имени Ханбаши Нурадилова. Гости в регионе находятся в рамках культурно-этнографического тура. Цель визита не просто знакомство с туристическим потенциалом, но и погружение в особенности чеченской культуры. Репортаж Валентины Гусевской. Делегация из Челябинской области посетила Чеченский государственный драматический театр имени Ханбаши Нурадилова. В составе группы работники учреждений культуры, поэтому большое внимание уделяют событиям данной области. И всегда поражает очень такое вот тонкое отношение к истории, к памяти. Очень подчеркнутое уважительное отношение к предстоящему, пожалуй, одному из самых священных праздников для наших народов – 80-летию Великой Победы. И вообще вот внимание, которое уделяется патриотическому воспитанию молодежи и подростков, просто поражает. Мы каждый год посещаем мероприятия, посвященные чеченскому языку. И вот это уважение к языку, к культуре, к традициям, это, конечно, дорогого стоит. И правильно, что оно воспитывается, начиная с дошкольного возраста, со школьного возраста. Отношения между двумя регионами активно поддерживаются больше 20 лет. Данная делегация посещает Чеченскую Республику уже в 3-й раз. Между нашими регионами Челябинской области, Чеченской Республики существует подписано соглашение еще от 2003 года. Примечательно то, что его еще подписывал Ахмад Хаджи, Далгазот Кобалдельсон, и такая же личность культовая для челябинцев. Это Петр Семин. На сцене представили спектакль «Бож Али». Его вернули в репертуар спустя 10 лет. На 5-м показе также присутствовал министр культуры региона Иса Ибрагимов. Мы очень переживали. После маститых, больших, великих артистов играть очень сложно, потому что это самый популярный спектакль Чеченского театра был. Но, как вы слышите, как вы видите реакцию нашего зрителя, спектакль состоялся, его приняли, и в добрый путь. Я думаю, что теперь этот спектакль будет жить годы. События комедии «Бож Али» происходят в 60-х годах, во времена СССР. Главный герой сталкивается с потерей работы и авторитета, от него уходит жена. Постановка эмоциональна и во многом поучительна. Где угодно, в любом уголке в нашей республике скажет «Бож Али», все об этом знают. Даже знают, а в народе почти все реплики из спектакля «Бож Али». Переживаешь, как примут тебя в народе, потому что спектакль очень известный. В этом году автору пьесы Абдулхамиду Хамидову исполнилось бы 105 лет. И с новым дыханием история вновь очаровывает зрителей. Спектакль длится 3 часа с антрактом. Благодаря ярким репликам актеров, смене декораций и захватывающему сюжету это время проходит незаметно. Спектакль покажут также 26 и 27 апреля. В завершении представления министр культуры Иса Ибрагимов поблагодарил артистов и работников театра. نقرأ شعال وش يقدونا يوصلونا بريمير بيت أو دي هذا حوالي داودي عبير فيل الله رئيس
Руководитель ведомства присвоил почетные звания артистам. Народный артист Чеченской Республики награждаются: Каирбекова Марка Алхазуровна, Ибрагимов Аслан Херсанович, заслуженный артист Чеченской Республики, артист драмы, мастер сцены Государственного автономного учреждения Чеченский государственный драматический театр имени Кампаршина Радилова. От имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, правительства региона и Министерства культуры были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и медали. Распоряжением главы Чеченской Республики награждаются почетной грамотой главы Чеченской Республики Султуканов Абди Рамзанович. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждаются Ахмадов Арби Исаевич, артист драмы высшей категории, Масарова Зухра Хасмухабдетовна, артист драмы высшей категории Государственного автономного учреждения Чеченский государственный драматический театр имени Кампаршина Радилова. Значимым моментом для истории театра стало присвоение ему звания академический. Указ присвоение звания академический государственного автономного учреждения Государственный драматический театр имени Кампаршина Радилова. Один из лауреатов «Золотая маска», 100 лучших спектаклей сезона 23-24, «Кровавая свадьба», Чеченский государственный драматический театр. Чеченский театр регулярно привлекает жителей города интересными премьерами, а для гостей предусмотрены аудиоприборы с синхронным переводом в реальном времени. Валентина Гусевская, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. И напоследок, на больших экранах идет показ приключенческого фильма «Кракен». Это история о том, как древние морские легенды оживают, а обыкновенная девушка оказывается лицом к лицу с тайнами океанских глубин, к которым человечество не готово. Эльвира Межидова поделится впечатлениями от кино. Секретная миссия. Российский подводный крейсер специального назначения внезапно перестает выходить на связь и буквально исчезает в Гренландском море. Фильм «Кракен» — это громкое заявление российского кинематографа и кандидат возглавить жанр зрелищного блокбастера с элементами фэнтези и катастрофы. Сценарий собрал в себе все — экшен, фантастику, драму и любовную историю между героем Александра Петрова и героиней Дианы Пожарской. Яркий, динамичный, с отличной графикой и захватывающим сюжетом. Настоящее мужское кино про силу духа, братство и взаимовыручку, где главное не спецэффекты, а люди, которые не предадут и идут до конца. Русский характер в каждом кадре. Фильм, после которого хочется верить в дружбу и в честь. Именно таким увидели зрители фильм «Кракен». Кино о человеческих взаимоотношениях, семье, любви и прощении. Над его созданием работали несколько лет, продумывали мельчайшие детали. Особое место в картине заняла компьютерная графика. Съемки проходили в Мурманской области, на суше и под водой. Фильм «Кракен» уже возглавил российский кинопрокат и продолжает собирать восторженные отзывы зрителей. Фильм очень понравился, захватывающий фильм. Ходили всей семьей смотреть. Обязательно посоветуем своим родным и близким тоже посетить и посмотреть этот фильм. Очень замечательный фильм, нам все понравилось, ходили всей семьей, дети в восторге, вообще все замечательно, рекомендуем. Вот сейчас как раз майские праздники, вообще вот будет замечательно провести время с детьми и самим взрослым также. Мы смотрели с ребятами фильм «Кракен», нам очень понравился, все сходите на него. Очень крутые спецэффекты, подводный монстр напал на подводную лодку. Всем рекомендуем посмотреть фильм «Кракен». Мы пойдем с друзьями еще раз посмотреть этот фильм. Уже сборы с компанией пойдем. Фильм реально крутой. Смотрели со всеми друзьями. Вот радует то, что это российское производство. Давно я не видел российского производства такого уровня фильма. Вот, фильм реально понравился. Фильм «Кракен» можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны. Впереди выходные, и это отличный повод погрузиться в леденящий холод подводных глубин и отправиться в невероятное приключение вместе с главными героями. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Вайнаха в социальных платформах. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.